Как излечиться от сглаза? В книге есть такой хороший вопрос. На вопрос, вредит ли сглаз здоровью человека, его психологическому состоянию и делам, в книге отвечается «да». Во-первых, сглаз наносит вред здоровью человека. Во-вторых, он может не только повредить здоровье, но и довести болезнь до состояния, когда она уже не поддается лечению. Это может привести к таким заболеваниям, как рак и онкология. Далее болезнь может усиливаться. После этого сглаз может привести и к разрушению семьи. Я тоже уделяю теме сглаза особое внимание. Например, если сглазили, то у некоторых даже благополучные семьи распадаются, случаются разводы, и все начинают думать, наверное, на меня навели черную магию. Разве моя семья не была крепкой? Почему же все разрушилось? Говорят они. А когда им отвечаешь, нет, это тоже может быть от сглаза, они возражают. Нет, на меня точно навели порчу. Я даже нашел у себя дома иглу. Но на самом деле, если приходят 10 человек, то только у 2 действительно бывает порча. Остальные же в большинстве случаев находятся именно под воздействием сглаза. Симптомы сглаза бывают разные. Торговля прекращается, начинают умирать животные, а порой даже на твоем поле не прорастает ни одно зерно. Следующий вопрос. Приводит ли сглаз людей к вражде? Да, сглаз рождает у людей зависть друг к другу и провоцирует ссоры. Например, отец и сын начинают ругаться, они перестают ладить. Муж и жена не могут найти согласия. Они живут в одном доме, но постоянно ссорятся, встречаются и тут же дерутся, но при этом продолжают жить вместе. Некоторые говорят, я живу ради детей. Иногда мужчины начинают видеть в своих женах холодных, неприятных существ, будто чудовищ. Иногда наоборот, женщины начинают ненавидеть своих мужей. Так люди меняются. Например, сосед начинает ненавидеть соседа. Допустим, соседи сидят вместе за чаем, и кто-то приходит и говорит: «Ого, вы что, соседи, так дружно чай пьете? У нас такого нет». Все, на следующий день соседи уже не садятся пить чай вместе. Это может быть результатом простого сглаза. Бывает, что у человека 5 детей, но стоит кому-то восхищенно сказать: «Ой, какие у тебя замечательные дети», как они начинают один за другим умирать. Или, к примеру, кто-то скажет: «Смотри-ка, какой ты сильный», и этот человек начинает слабеть. Иногда говорят: «Вот все, к чему ты прикасаешься, продается. Прикоснись и к моим вещам, пусть тоже продадутся». И все, на следующий день у тебя самого перестает что-либо продаваться. То есть сглаз может коснуться чего угодно. Например, кто-то спросит: «Сколько у тебя жен?» 3. «Ого, как ты справляешься?» И все, 3 жены уходят, каждая в свою сторону. Таким образом, сглаз может повлиять абсолютно на любую сферу жизни. А как же уберечься от сглаза, спросите вы? В этой книге первым советом дается следующее. Что бы вы ни делали, скрывайте это. Не рассказывайте. Не говорите: «Я занимаюсь таким-то делом, получаю такой-то доход, живу вот так-то». Ни в коем случае. Далее, не стоит рассказывать о своих достижениях, о том, что вы достигли высокого положения. Не нужно рассказывать, что происходит у вас дома, тем более делиться проблемами. Это касается как мужчин, так и женщин, ведь вы не знаете, чьи глаза могут оказаться дурными. Поэтому тот, кто хочет защититься от сглаза, пусть скрывает то, что имеет.
Если же спросить, а как защитить детей, то в книге приводится пример сунны Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Как-то он увидел красивого, миловидного ребенка, и, чтобы уберечь его, намазал сажей часть его лица, например, подбородок. У нас же в народе чаще мажут лоб. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, мазал сажей видимую часть лица ребенка. А что бывает после сглаза? Остаются ли последствия? Спросили. И ответ был «да». Первое, может остаться болезнь. Например, сердце начинает сжиматься, болеть. Может остаться головная боль. Даже глазное давление может появиться. Или на теле, на руках, на ногах может появиться грибок. И это всего лишь от сглаза. Я всегда говорю, есть такие люди, которые начинают пить спиртное. Многие из тех, кто пристрастился к алкоголю, стали такими именно из-за сглаза. Я постоянно повторяю на уроках, многие мужчины начинают пить из-за сглаза. Женщины тоже. Женщины в основном разводятся с мужьями, а мужчины не разводятся, но начинают пить. Не могут себя контролировать, не могут остановиться. Теперь, что касается лечения. Первое лекарство – это Коран. Пить и омываться водой Замзама. На Замзам стоит обратить особое внимание. Сейчас его можно найти во многих местах, особенно в центральной мечети, много продается. Или попросить у тех, кто вернулся из хаджа. Если тебя сглазили, пей эту воду, мойся ею. Делай себе демсалу, молитва для придания жизненной энергии. Как делать демсалу? Читать суры Ихлас, Фалак и Ан-Нас. Эти 3 суры нужно читать как можно больше, в зависимости от состояния. Читать, подуть на ладони и провести по телу. Значит, дорогие братья и сестры, сглаз существует, но от него можно исцелиться. Сглаз может повлиять на работу, на транспорт, на одежду, на детей и супругов. Даже женский цикл может нарушиться от сглаза. В хадисе, переданном от Аиши, да будет доволен ею Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это может быть от прикосновения шайтана, от разрыва сосудов или болезни. И это лечится чтением сур. Обратите внимание, я нигде не сказал «идите к мулле». Все это можно делать самостоятельно. Но, к сожалению, многие из нас не совершают намаз и далеки от религии. Поэтому нам сложнее. Мы читаем, но не видим результата. В этом случае можно обратиться к богобоязненному соседу, к мусульманину, который вернулся с 4-месячного да'вата, или к ученому, или же к чтецам рукья. Это ускоряет выздоровление. Сглаз существует. От него люди могут даже умереть. Ребенок может не вынести и умереть. Взрослые дойти до самоубийства. Некоторые жалуются. Моя дочь пыталась повеситься. Но человек просто так на это не решается. Чаще всего за этим стоит сглаз. Сглаз поражает и психику. Человек становится раздражительным, чувствует, будто его тело не принадлежит ему, будто в нем есть кто-то еще. Если появились такие состояния, это признак сглаза. Но, иншаллах, от него есть исцеление. Пусть Аллах даст баракат, благословение.